Готов к труду и обороне. Сегодня в столице республики студенты-спортсмены первыми попробовали свои силы в сдаче норм ГТО. Напомним, Якутия вошла в число 12 регионов страны, которые экспериментально проводят сдачи нормативов. Кроме того, Министерство спорта республики подписало соглашение с 4 улусами о внедрении системы ГТО в районах республики. Репортаж нашего корреспондента Афанасия Николаева. Готов к труду и обороне. Основная система физического воспитания СССР. Ее программная и нормативная база. Это была система, сформированная для поддержания здоровья советского народа и повышения обороноспособности страны. Будь готов к труду и обороне, зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд. Новая система ГТО в своей основе преследует те же задачи через приобщение к физической культуре, к здоровью нации. Привлекаем население регулярным занятием физической культуры и спорта. И каждый житель республики, каждый житель страны будет знать, он в какой спортивной форме находится. Физкультурным орденом назвал значок ГТО маршал Клим Ворошилов. Серебряный кружок на маленькой цепочке носили с гордостью. Достоинством носили юноши и девушки эти оборонные значки, как символ крепости духа и тела. В новой системе, в отличие от советской, будет 3 степени значка «Готов к труду и обороне» – бронзовая, серебряная и золотая. Уже сейчас будущие значкисты, что называется, готовят дырочку. Надеюсь на золотую медаль и буду с гордостью носить. Для разных возрастов были разные нормативы. Для людей старшего поколения помягче. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща, в специальных группах. В современном ГТО 11 ступеней по возрастным группам. И, допустим, сдать норматив хотя бы на бронзу сможет практически каждый. Ну, там несложно. Например, мой возраст до 40 лет надо подтягиваться 4 раза. Это несложно для 40-летнего мужчины. С 31 по 41 год норматив на первую категорию ГТО сдали 6 миллионов человек. В 48 году уже 7,5 миллионов. А в 78 в стране было более 70 миллионов значкистов. Вот они, наши чемпионы и рекордсмены. Слава и гордость советского спорта. Их много. Современная система ГТО также создаст резерв российского профессионального спорта. Оттуда и зависит, идет последовательность на массовый спорт. Не обязательно, что ты должен сдать эти тесты и там иметь какие-то звания. Но мне кажется, мастера спорта по любому виду спорта должны сдать этот тест на золотой значок. На данный момент самое главное – популяризовать ГТО, ввести моду на здоровый образ жизни, чтобы значок «Готов к труду и обороне» стал таким же престижным атрибутом, как и 80 лет назад. Афанасий Николаев, Александр Колмогоров, НВК «Саха», Якутск.